В Ишимбайском районе группа волонтеров объединилась и научилась собирать беспилотные летательные аппараты, которые отправляют в зону спецоперации. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю одного из тех активистов, которые научились вот этому вот мудрому делу. Это Рамиль Янишев, волонтер организации «Хранители Башкортостана». Рамиль Туфикович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, собственно, и мы сейчас с вами поговорим на эту тему беспилотных летательных аппаратов. Я так понимаю, что один из экземпляров сегодня у нас здесь в студии. Да, это вот один из экземпляров, который собрали. Это вот непосредственно с УНИТом, с университетом, который всячески поддерживает, тоже помогает. Был собран тут и барабанный сброс уже, напечатанный на 3D. Как бы досовершенствованный, это уже как бы не просто ударник, еще можно проработать им как сбросником. Расскажите, сколько уходит времени для того, чтобы собрать БПЛА? Ну, чтобы собрать FPV модель, порядка 3 часов можно собрать. За 3 часа одну модельку можно собрать при наличии всех деталей, всех комплектующих. Сборка 3 часа. Откуда берете материал для того, чтобы собрать БПЛА? Marketplace, все закупается на Marketplace, где и всячески помогают нам и ТПП, то, что дает двигатели, уфимские двигатели, которые производятся с мира по нитке, везде собираются. А так вот закуп идет полностью на Озоне, Marketplace, там прорабатывается, все закупается. Уже отправили, наверняка уже опробовали ваши дроны? Уже отправили, уже и опробовали, и проработали они в разных моментах. Так же, как они доставляли провизию, где ребята были отбиты, ими, нашими дронами была доставлена провизия, вода, крупа, и ребята еще могли продержаться там порядка 2-3 дней, сколько необходимости, пока не придет эвакуация. И также были как проработаны ударниками, которые поражали технику, цель. Ребятам как бы помогло эти моменты. Я правильно понимаю, что собираете весь комплект? Это не только непосредственно сам дрон, но и пульт? Да, пульт, дрон, это все необходимо. Еще есть очки. Там, где пилот видит все полностью, где он летит. Это как и в FPV. Это от первого лица, то, что ты надел очки, и ты уже видишь все не на телевидении, не на экране, а уже непосредственно как ты видишь, что он делает, и ты управляешь им напрямую. Так. Это полная связь как с дроном. Ты уже в нем сидишь и видишь, что он видит, то и ты видишь. Как говорится, так вот. Сколько таких дронов уже собрали и отправили? Порядка уже, наверное, 30-40 уже было отправлено, передано ребятам на передовую. Рамиль Туфикович, расскажите, а откуда вообще возникла идея? Мы уже привыкли о том, что плетут маск-сеть, режут лапшу, все. Но дроны собрать, это была такая достаточно серьезная идея. Как это была идея? Идея, долго разговаривалась об этой идее. Приезжаешь когда к ребятам, они говорят, дроны, достали, дроны везде летают, как мухи уже. И мы сидим и думаем, почему мы не можем собрать дроны? Долго об этом разговаривали, потом закупили комплектующие, еще поработали, и было собрано, и когда это собрали, поняли то, что это легко. То, что это настолько легко, и такой вопрос возник, а почему мы раньше этого не делали? Раньше этого не делали, а сейчас хотелось бы научить и передать эти знания, чтобы в дальнейшем, за этим стоит будущее, потому что и закончится спецоперация, и перейдет это в гражданское, и будет также использоваться, и будет набирать популярности, потому что уже показало оно то, что необходимость его. И также в сельхозхозяйстве, во всем надо этого продвижения. И хотелось бы научить школьников, студентов, кому необходимо это. Даже были такие случаи, то, что ребята приходили и просили подготовить их, они собирались на СВО. Научи, нас собирать,
на СВО, подписываю контракт. Ну, научили, обучили, и он, кстати, и попал именно в БПЛА, сдал экзамен, и сейчас он БПЛАшник, работает в БПЛА. У вас есть какое-то образование или вот именно вы самоучка, который сам научился, разбирался? Ну, самоучка, который разбирался, который собрал команду, кто в этом будет разбираться, кто будет собирать, кому это будет интересно. Есть уже собранные команды, которые интересно этим заниматься. Единственный только вопрос во всех комплектующих. Они готовы производить и отдать часть своего времени именно на то, чтобы собирать ребят, помогать ребятам на СВО. Сколько человек у вас в команде? Ну, в команде порядка 5 человек, 5-6 человек. И команда постоянно обновляется. И пополняется, да? Пополняется, да. Ну, не то, что она пополняется, не меняется, а пополняется. То, что люди приходят новые, учатся и также продолжают. И никто не отказывается. Даже вот люди проработали, команда. Ну, так складывается то, что есть еще непосредственно своя жизнь, своя, как говорится, и все время не получается уделять. Они как бы... Придешь, купишь комплектующие, ну, обращаются волонтеры также со Стрельтамака, с Уфы. Говорит, у нас ребята попросили дроны. Я говорю, вот скидываю перечень запчастей, которые надо заказать. Они заказывают, мы забираем, собираем и отправляем уже готовые модели им. Они передают ребятам. И также прихожу к ребятам, я говорю, вот нам пришла очередная партия запчастей. Я говорю, соберите. Они собирают все полностью, прошивают, проверяют, все как бы рабочее и отправляют. Передают обратно волонтерам. Есть обратная связь от бойцов? Что говорят? Да, от бойцов есть обратная связь. И, ну, что говорят, побольше бы таких дронов, которые именно то, что ихние свободные, не уставные, а именно по волонтерству, то, чтобы мы могли бы выполнять более лучше задачи, куда мы могли бы слетать, посмотреть, и, грубо говоря, не страшно было потерять дрон. Он не уставной, он нигде не числится, он волонтерский. И для того это как бы и создано это, что мы и делаем, чтобы ребята могли уже сами... Где-то и рискнуть. Да, где-то и рискнуть, где-то что-то и сделать, где-то... Ну, ребят где-то отбили, они остались, ждут эвакуации, идет атака, они пережидают, и вот в этот период тоже им доставить провизию, ту же самую батарейку, рацию, чтобы ребята были на связи. Ну, могли продержаться еще столько, сколько необходимо времени. Вот, как бы, он же и волонтерский, ту же воду. Поднимает он до 3 килограмм. Это вполне достаточно, если 3 килограмма, 1,5 литра воды и 1,5 килограмма крупы. Это можно... Ну, это дорогого стоит, когда ты находишься там, и, говорит, хоть, говорит, сухарик бы скушать, говорит, это... А тут тебе, как говорится, и вода, и... Ну, и еда. И еда, да. Дорогого стоит, как говорится. Ну, по стоимости он обходится порядка 30 тысяч. Ну, а жизнь дороже. Ну, конечно. Так вот. Рамиль Туфекович, я знаю, что вы занимаетесь не только именно сборкой беспилотных летательных аппаратов, но волонтеров сейчас, наверное, где-то уже счет пошел за 100. Ну да, у нас в Ишимбайском районе это очень развито. У нас как бы Альмира Рафкатовна все свои умения передала, ездила по школам. В школах уже запускали, ну, ставили стенды по вязанию маскировочных сетях. Сейчас практически в каждых школах у нас в Ишимбайском районе вяжут сети. Где можно, где кто отзывается, везде всячески помогаем, всячески ставим все, что надо, как говорится, и по материалу, и по всему. Ну, люди, ну, понимают, отзываются и помогают, как говорится, не остаются в стороне. Сейчас уже, можно сказать, каждый уже волонтер в Ишимбайском районе. Какая нужна помощь? Чего не хватает сегодня? Рук не хватает, людей, которые бы занимались сборкой? Нет, этого всего достаточно. К сожалению, вот тяжелый момент финансового вопроса. Хотелось бы делать
производство даже, чтобы это поставилось на поток. Сейчас подготавливаем как раз именно класс по обучению, где можно научиться и пилотированию, и сборке. Ну, больше бы комплектующих, чтобы ребята были заинтересованы. Там, вот есть у нас комплектующие, придут там раз в месяц, мы соберем 5-6 дронов, а остальное это день работы. А остальное время они... чем заняться? Как это интересно, а комплектующих нету. Двигаться дальше, что-то как бы продвигаться в этом направлении. Как вас можно найти? Может быть, кто-то из наших телезрителей захочет присоединиться? Ну, у нас есть страница хранителей Башкортостана ВКонтакте, ишимбайский волонтер в Телеграме. Есть как бы ВКонтакт, Телеграм, где можно написать, выйдут на связь. Ну и так же, как и можно выйти на меня лично по странице ВКонтакте, написать. Проблем нету. Обратная связь будет. Рамиль Туфекович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Спасибо вам и не только за это, но и за то, что занялись таким благородным делом и волонтерите. Я знаю, что вы каждый месяц практически ездите со своей ГУМ-конвоем, да, с добровольной помощью в зону СВО. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Это была программа интервью. На наши вопросы отвечала Рамиля Янишев, волонтер. Спасибо, что были с нами.